Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В январе в Якутии стартовал уникальный проект «Мобильный хирургический центр». Проект реализуется в рамках стратегического указа главы Якутии Айсена Николаева о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в регионе. Теперь у жителей республики появилась возможность получения плановой хирургической специализированной помощи, не выезжая из мест проживания. О работе мобильно-хирургического центра мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Иван Иванов, главный врач республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мобильно-хирургическая бригада работает уже с января текущего года. В каких районах успели побывать? За прошедших неполных 3 месяца мы побывали в Нерюнгринском районе, в Алданском районе и закончили работу сейчас в Ленском районе. То есть намеренно мы взяли крупные районы мощные, такие промышленные, для того, чтобы обкатать, во-первых, саму систему работы мобильного хирургического центра, и максимальный охват населения получить сразу же. Но, судя по восторженным отзывам самих жителей районов, куда вы приезжаете, программа показывает себя очень хорошо. Да, она нашла свое отражение, потому что все-таки приближение такой высокоспециализированной медицинской помощи, которая ранее не оказывалась в центральных районных больницах, то есть на местах, да, и здесь мы там буквально в Нерюнгринском районе, Алданском, Ленском районе провели 15 эндопротезирований суставов. Это, ранее такого не проводили. И, соответственно, конечно же, та категория населения, особенно, которая не может по тем или иным причинам выехать в город Якутск для проведения операции. У нас там были случаи, когда слепая абсолютно женщина, то есть сломала ногу, ее надо было оперировать и так далее. Понятно, что ей будет очень сложно и технически, и физически приехать в город Якутск и прооперироваться. Поэтому этой категории населения, понятно, что мы не ограничиваем никого, но тем не менее маломобильной такой категории населения, возрастной категории населения, это очень, прямо хорошо. Эндопротезирование – это одна из самых популярных операций, которые вы делаете во время выездов? Нет, она не самая популярная, потому что у нас несколько хирургов выезжает по разным профилям. Просто мы все время говорим об эндопротезировании как о примере оказания такой высокотехнологической медицинской помощи, высокоспециализированной медицинской помощи, которая ранее оказывалась только в стенах республиканских учреждений, на территории Республики Саха-Якутия. Более того, могу сказать, что в принципе по России эндопротезирование в условиях центральных районных больниц не проводится, или проводится то очень штучно так, буквально локально. Мы же здесь, по сути, являемся родоначальниками внедрения именно таких высоких технологий в местах центральных районных больниц. Позволило это сделать программа, которая на протяжении нескольких лет реализовывалась. Это укрепление первичного звена здравоохранения центральных районных больниц. Они у нас очень хорошо оснастились. За счет этого это позволило приезжать к нам со своим каким-то оборудованием добавок, но все-таки используя оборудование центральных районных больниц для того, чтобы проводить эти операции. То есть это говорит о том, что в принципе врачи на местах, при их обучении и так далее, да, могут эти операции делать, в общем-то, даже без нас. Но все равно не сказать, что вы везете с собой оборудование по минимуму. Оборудование мы везем с собой много. Мы везем с собой много расходного материала, который центральная районная больница, конечно же, не закупает ввиду того, что они эти операции просто не делают. Мы везем часть оборудования диагностического, которое нам бывает необходимо. Все зависит от района. То есть от района к району этот перечень он меняется. Это зависит еще и от того, как проходит отбор пациентов, наверное, да? Да. Потому что перед тем, как приехать, мы отрабатываем в центральной районной больнице по поводу отбора пациентов, определяем, во-первых, какие профиля врачей необходимы в той или иной медицинской организации, потому что укомплектованность врачами, наполняемость штатами, она немножко разная от района к району. Если, например, в Нерюнгринской ЦРБ есть отоларинголог, то там он оказался не нужен, да? Но в том же Ленском районе он оказался востребован. То же самое касательно у нас колопроктологи ездят практически во все районы, хирурги общей практики для выполнения тех или иных операций. У нас рентген-эндоваскулярные хирурги ездили, наши ангиохирурги в Нерюнгринский район, там установлен ангиограф, и провели там 10 таких высококлассных операций. Помимо прочего, травматологи, ортопеды, кардиологи, неврологи, даже не с целью хирургической, а консультативной целью, потому что мы оказываем не только хирургическую медицинскую помощь, мы оказываем консультативную медицинскую помощь, диагностическую, соответственно, отбором пациентов для направления в город Якутск занимаемся одновременно с этим, и, собственно говоря, оперируем.
пациентов. Получается, что в центральную районную больницу, скажем, в городе Нерюнгри, приходят пациенты со своими жалобами, и уже больница делает запрос в Якутск, говоря о том, что вот есть такие-то проблемы, пожалуйста, посетите наш район. Да. Вы, исходя из этого, формируете список, какая бригада Фактически, поедет да. и какое оборудование с собой повезете. Скажите, а вот вы упомянули, какие врачи в состав медицинской бригады входят. Что влияет на это, учитывая, что вы разные фронты работ охватываете? Я говорю, в первую очередь влияет от того, каких пациентов подготовила центральная районная больница, то есть там, где у них есть определенные потребности в узких специалистах. Вот и еще раз хочу повториться, потому что у нас помимо хирургического профиля есть и даже терапевтический профиль. То есть это кардиологи, неврологи и так далее. С регионального сосудистого центра выезжают врачи для отбора пациентов. У нас выезжали неврологи для того, чтобы проконсультировать пациентов со склерозом, с заболеванием в Нерюнгринском районе. Была такая потребность. Вот, определяют, кого направить в город Якутск, кого ставить на месте и лечить, собственно говоря, там. Помимо прочего, у нас в состав бригады, мы сейчас говорим только о врачах, а у нас в состав бригады входит еще и средний медицинский персонал. Это наши врачи, анестезисты, медсестры, анестезистки, это операционные медсестры и так далее. Потому что операции нетипичные, и местным работникам очень сложно сориентироваться по инструменту. Все-таки операция — это время, это достаточно серьезные такие мероприятия, скажем так. Вот. И плюс ко всему мы с собой еще практически на все выезда брали с собой инженеров наших, технических инженеров и наших айтишников для того, чтобы организовать там внутреннюю систему, работу на ноутбуках там, и так далее, то есть для ведения медицинской документации, а также для обслуживания медицинской техники. То есть это такая полноценная, серьезная бригада едет всегда. А сколько времени выезд занимает? Неделю, 10 дней? В среднем около 10 дней. 10-14 дней, но опять же время там мы не ограничиваем по времени. То есть мы примерно исходим из того, сколько пациентов нам необходимо оказать медицинскую помощь. Соответственно, время может затянуться, оно может длиться 3-4 дня, если район небольшой, а может длиться там, не знаю, до месяца, образно говоря. Да. Но в среднем где-то мы 10-14 дней находимся в районе. Угу. Со штатом и со временем понятно. А теперь вот такой вопрос. Профилактическую работу, может быть, успеваете проводить или какие-нибудь мероприятия по обучению специалистов, вот, в который район вы приезжаете? Вот это другая сторона медали, очень важная по-настоящему, потому что обмен опытом между медицинскими работниками, он очень важен. А у нас во всех районах есть хирурги, в многих районах есть травматологи, там, кардиологи или неврологи, да, различные хирургические профили. Тем не менее, если ты не проводишь каких-то видов хирургического вмешательства, ты, согласно диплому, можешь их делать, но практически сделать это не можешь, потому что рука не набита, где-то ты там отсутствовал и так далее. Да? Пациентов таких нет, направляешь в город Якутск. Здесь же наши специалисты приезжают, помимо того, что они оказывают помощь своим пациентам, они еще консультируют пациентов центральной районной больницы. То есть здесь оказывают экстренную медицинскую помощь, если такие пациенты поступают. И такие случаи у нас были, когда экстренную помощь оказывали. Консультативную, организационную медицинскую помощь. То есть это все. Нам же, по-настоящему, здравоохранение — это единый такой механизм. Вот. И от того, как работают центральные районные больницы, соответственно, в той или иной степени становится легче работать нам, республиканским учреждениям, в части направления пациентов, своевременной отработки, правильного оказания медицинской помощи. Поэтому вот это консультативная и такая наставническая, что ли, да, работа, она вот совместно с нашими выездами очень важна. И особо акцент на это делаем по-настоящему. А вот по поводу экстренной медицинской помощи, как это происходит? Бригада находится на месте, если пациент поступает, ему требуется оказать экстренную медицинскую помощь в том объеме, который мы это можем сделать мы. Понятно, что там есть хирурги на местах, но наши врачи никогда не отказывают, то есть всегда помогают и так далее. У нас такие случаи были касательно, сейчас в голову приходит, травматологических больных, например, когда поступал пациент с переломом бедра, как раз в тот момент, когда наши врачи там были. Они сделали высококлассную операцию пациента. Это получается просто очень хорошее счастливое стечение обстоятельств. По сути, да. Но у нас же система маршрутизации, она не отменена в республике. То есть пациентов как направляли в город Якутск, районы, так они и направляют. То есть в данном случае просто пациентка, вероятнее всего, просто была бы направлена в город Якутск, где бы ей провели операцию. Здесь вот там ей повезло. На сегодняшний день, например, у нас врачи-травматологи готовятся для выезда, по-моему, в Батагай. Там 4 пациента травматологических, которым требуется высокотехнологичная медицинская помощь. И наш врач-травматолог, не в составе бригады, а так вот уже небольшой бригадой, но в рамках медико-хирургического центра вылетают буквально на днях туда. Угу. Скажите, а вот бывают же такие случаи, когда, например, пациент, которого направляют в столицу, имеет право отказаться?
Ну, конечно, не имеет. лечиться у себя в районном центре? Да, медицина у нас носит рекомендательный характер, наше дело рекомендовать. Вот. Тем не менее, вот даже когда мы выезжаем, и наши врачи консультируют, не всех можно соперировать на месте. Вот я сразу хочу ограничиться, потому что есть моменты, когда требуется присутствие пациента в стенах все-таки республиканского учреждения. Это своя реанимация наша, это наше оборудование, которое может отсутствовать в центральной районной больнице. И несоизмеримые риски как бы не позволяют взять на себя такую ответственность. Пациентов этих, конечно, мы направляем. Есть комплексное обследование нужно провести, которое невозможно провести в центральной районной больнице. Тоже эти пациенты направляются. И здесь пациентам очень хорошо в том плане, что они тет-а-тет с врачом этот вопрос решают напрямую сразу же. Он сразу указывает им дату госпитализации, куда подъехать, во сколько подъехать и, собственно, с какими вещами приезжать. Очень удобно это. И вот даже с районов, вот Нерюнгринский, Алданский район, у нас кардиологические пациенты на обследование приезжали, там неврологический, хирургический профиль едет. То есть мы выявляем, помимо прочего, диагностические мероприятия, которые мы проводим. Вот у нас, например, в 3 районах мы для справки 1200 пациентов осмотрели, то есть проконсультировали их, 70 операций провели. В общей сложности из них 10 это эндоваскулярные операции, 15 эндопротезирование. Из этих 72 операций 62 они улучшили качество жизни пациента, а 10 были жизненно важны. То есть конкретно мы спасли пациентов. Диагностические мероприятия, УЗИ, эндоскопия, там порядка 700, по-моему, 500 исследований они провели. 3 рака выявили, помимо прочих заболеваний и так далее. То есть рак ранее не был выявлен. То есть пациент просто обратился, посмотрели. То есть это очень серьезный объем по-настоящему. Более 100 исследований в каждом районе. Это же занимает определенное время. Вот, и консультативная помощь. Работают врачи с утра, то есть нет такого, как у нас рабочий день до 4 часов там он пошел. Нет, они работают с утра и до позднего вечера, до 9-10 часов. Они оперируют, консультируют, принимают, то есть работают прямо вот до последнего пациента. А в ближайшее время отправится в Верхоянский район? Это небольшая группа наша отправляется, врачи-травматологи. Большая группа у нас отправляется в следующий район, у нас будет Мирный район, далее Алекнинский. До конца года в планах еще много что охватить. Да, до конца года у нас планы серьезные. Понятно, что очень сложно в один месяц 2-3 района охватить, потому что это подготовка, это поездка, 2 недели занимает время, пока груз отправим и так далее. Есть определенные нюансы. Но я думаю, что 20 лишним районов мы охватим. И очень хочется надеяться, что программа выездных вот таких бригад будет продолжена еще на годы вперед. Ну, она уже создана, и у нас нет ограничений по времени, поэтому будем работать, это уже не обсуждается. Ну что ж, Иван Сергеевич, благодарю вас за содержательную беседу. Приходите к нам еще, всегда рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.